Главные события последней пятницы уходящего года в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. В Якутии обновлены исторические рекорды по добыче нефти и газа. Впервые доходы консолидированного бюджета республики достигли 255 миллиардов рублей. В новогодние выходные в Якутске усилят работу скорой медицинской помощи. Всего сформировано 25 бригад. В Нерюнгри подвели итоги уходящего года. Положительные изменения произошли в социально-экономической сфере, в культурной жизни, а также в здравоохранении. Новые пассажирские автобусы прибыли в Ленский район. Они выйдут на маршруту сразу после новогодних праздников. Красочные декорации, великолепные костюмы и чарующая музыка. Во Дворце детского творчества показали новогодний спектакль «Снежная королева». В 2023 году в Якутии снова обновлены исторические рекорды по добыче нефти и газа. Как сообщил глава региона Айсан Николаев, впервые доходы консолидированного бюджета региона достигли 255 миллиардов рублей, а госбюджет – 215 миллиардов. Республика впервые превысила планку в 200 миллиардов рублей. Кроме этого, в Якутии в этом году введено 64 крупных социальных объекта, а все это сказывается на качестве жизни людей, уверен Айсан Николаев. В Якутске в новогоднюю ночь автобус номер 100 будет бесплатно перевозить пассажиров. Автобус будет курсировать от медцентра до авиапорта с интервалом в 1 час. Время отправления от медцентра в 11, 12, час, 2 и 3 ночи, а также в 4 утра. От аэропорта в 11, 12, 1 час, 2, 3 ночи, 4 и 5 утра. В лечебно-реабилитационном центре Республиканской клинической больницы номер 3 торжественно открыли трехэтажный пристрой. Здание центра реконструировали и установили долгожданный лифт для перевозки пациентов. Сам центр начал работать в составе клинической больницы в 1997 году и с 2011 года сосредоточился на медицинской реабилитации. Подробности о реконструкции здания знает Марферина Алексеева. В лечебно-реабилитационном центре ежегодно проходит лечение около 2000 пациентов. 85% из них – маломобильные граждане. Это пожилые, инвалиды, ветераны труда и тыла. В медучреждении 2 специализированных отделения на 60 коек, где проводится медицинская реабилитация пациентов после инсультов, инфарктов миокарда, нейрохирургических операций, черепно-мозговых травм, а также после тяжелого протекания коронавируса. У нас всегда была очень сложная проблема из-за отсутствия лифтов, потому что та категория пациентов, которые к нам поступают, они самостоятельно не могут подниматься по лестницам. Их принимаем после прохождения первого этапа лечения, их привозят на санитарной машине, в общем-то, на каталках, на креслах, и которых мы поднимали с помощью подъемников или поднимали на носилках. Реабилитационный центр состоит из 3 этажей. Пациентов сотрудники принимали и приносили на носилках своими силами. В 2019 году появился мобильный подъемник, который облегчил задачу транспортировки. Вот на этот вот подъемник ставится кресло, и тут мы садим пациентов маломобильных и поднимаем по этой лестнице. Но сейчас он уже не понадобится. Он не понадобится, но один подъемник оставят, на всякий случай, если какие-то проблемы будут. А как же справлялись до 2019 года, когда не было данного подъемника? Знаете, даже вот с этим подъемником мы носилочных больных поднимаем сами. Это больных, которые садятся, уже могут сидеть. А для носилочных больных этот подъемник не идет. Это всегда наши сотрудники сами поднимали. Появление лифта также решило проблему транспортировки и доставки пищи в палаты пациентам. Со слов сотрудников, большие емкости приготовленных блюд приходилось разносить с 1-го этажа. Постоянные пациенты центра отмечают, что качество медицинских услуг в центре всегда было высоким. Отныне соответствует и удобство. Раз я так выгляжу, значит, я перед вами стою здоровая. Это же эффективность лечения. Раз столько лет мы здесь лечились, то на 3-й этаж подниматься, на 2-й этаж – это безногим, больным. А самое главное, поварам нашим – это очень тяжело было.
Республика занимает лидирующие позиции по продолжительности жизни. Сегодня средний возраст составляет 73 года. До 2030 года перед здравоохранением республики стоит большая задача – увеличить средний возраст до 78 лет. Обеспечение качественным предоставлением услуг в подобных заведениях республики – это фундамент долголетия. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Служба скорой медицинской помощи переходит на усиленный режим работы с 30 декабря по 8 января. Всего сформированы 25 бригад, утвержден круглосуточный посменный график дежурства службы. Принимают заявки по 4 линиям. На первое отвечает диспетчер, на 4 дежурит врач-педиатр. По словам медиков, в праздничные дни доходит до 700 вызовов. Жители столицы в основном жалуются на повышение артериального давления, болезни желудочно-кишечного тракта. Чаще бывают травмы, в основном от неосторожного обращения с пиротехникой. Будет выходить 25 бригад в составе анестезиологов, реаниматологов, кардиологов, педиатров и общепрофильных бригад. Все автомобили прошли технический осмотр и пройден ремонтные работы, те, которые резервные машины, которые могут востребоваться в праздничные дни. Во все праздники с 30 по 9 января поликлиники будут принимать до 5 вечера. Поэтому, если будет какие-то проблемы со здоровьем, просим обратиться в рабочее время для оформления больничных листов, для назначения лечения. Можно обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления. В Якутске состоялось открытие спортивного зала для Республиканского центра профессиональной подготовки МВД, первая свая которого была установлена 9 июня 2022 года. Ранее он находился в помещении казармы воинской части, построенной в 1982 году. Ну а теперь сотрудники министерства будут приходить заниматься в двухэтажном здании площадью в 1300 квадратных метров, условия которого отвечают всем необходимым требованиям. Подробности в следующем материале. В спортивный зал для Центра подготовки Министерства внутренних дел вложили свыше 170 миллионов рублей, а строительство заняло чуть больше 1,5 года. И вот 29 декабря здание официально открыло свои двери. Глава Якутии поздравил всех с данным событием и вместе с этим наградил отличившихся сотрудников. Уверен, это послужит повышению профессиональных компетенций, а значит, более безопасной жизни жителей нашей республики. Надеюсь, что вот этот объект, который введен при поддержке республики, он, конечно же, послужит делу правопорядка в республике Саха-Якутия. Здание располагает комнатой для чистки оружия, спортивным и тренажерным залами, а также медпунктом и преподавательской. Особое внимание было уделено стрелковой галерее, которая позволит обучающимся тренироваться круглый год. Стены, полы, потолок у нас изготовлены из шумопоглощающего материала, отвечает всем требованиям для стрельбы на короткие дистанции, то есть в рубеже от 25 до 5 метров. Галерея у нас рассчитана на 5 слушателей. Население республики видит в сотрудниках правоохранительных органов защиту, и чтобы свести число преступлений к минимуму, Министерство внутренних дел уделяет большое значение разносторонней подготовке своих людей. Сегодня другое время, и оно диктует абсолютно другие подходы. Только за этот год около 40 было нападений на сотрудников органов внутренних дел. И сегодня сотрудник должен повышать свой физический уровень, боевое мастерство и вовремя прийти на помощь нашим гражданам. В течение года Центр профессиональной подготовки выпускает от 500 до 750 человек. Их обучение проходит от 3,5 до 5,5 месяцев по 21 программе, 15 по повышению квалификации и 6 для новоприбывших. Также, чтобы сотрудники были способны оказать помощь при любых обстоятельствах, в начале 2023 года была введена новая программа. Разработана, утверждена программа действий сотрудников органов внутренних дел в особых условиях. Это, во-первых, самая необходимая первая медицинская помощь при ранении, действия сотрудников органов внутренних дел при ведении боя в лесном массиве, в городских условиях, также транспортировка раненых. На сотрудников правоохранительных органов возлагается большая ответственность, и они готовы прикладывать еще больше усилий в отработке боевых приемов, в улучшении огневой подготовки и оттачивании своего спортивного мастерства, которое они не раз показывали на российском и международном уровне, завоевывая золотые, серебряные и бронзовые медали. Марина Захарова, Алексей Степанов, Григорий Охлопков, Маган, Якутск.
Глава Якутии подвел итоги уходящего года учителей и наставников. В торжественной обстановке Айсан Николаев отметил отличившихся педагогов столицы и вручил государственные награды, а также благодарственные письма. Он подчеркнул, что 23-й год уникальный для образовательной сферы. А роль педагогического сообщества республики неоценима, и именно педагоги вносят большой вклад в подготовку кадров. Айсан Николаев отметил, что за 2 года в Якутске ожидается открытие большого количества школ, детских садов, лагерей, а также кампусов для студентов. Данный год, он был яркий на определенного рода события. Что касается нашего учреждения, то мы сейчас уже планируем второй корпус нашего здания в 203-м микрорайоне гимназии Центр глобального образования. Что касается на уровне города, то, конечно, здесь стоит отметить такие направления, как и олимпиадное движение, как и работа по качеству образования. Опять же, относительно нашего учреждения, то у нас практически в 2 раза увеличились олимпиадники. Подходит к концу 23-й год. Настало время, чтобы подвести итоги, наметить планы на будущее и начать подготовку к празднику. Для нерюнгринцев уходящий год был насыщенным и богатым на события. Положительные изменения произошли в социально-экономической сфере, в культурной жизни и здравоохранении. Подробности в нашем следующем материале. Уходящий 2023 год был объявлен президентом страны годом педагога и наставника. В Южной Якутии было приложено немало усилий для создания лучших условий для раскрытия профессионального и творческого потенциала педагогов, которые в очередной раз доказали, что образование в Нерюнгринском районе на высшем уровне. Мы смогли поднять не интерес, может быть, а просто внимание, уделить внимание нашим учителям, нашим воспитателям, ну и ветеранам. Плановыми заданиями успешно справляются промышленные предприятия района. Наращивает обороты угледобывающая отрасль, развивается сельское хозяйство, началась модернизация Нерюнгринской птицефабрики, ведется работа по переоснащению объектов здравоохранения. На самом деле год действительно был насыщен своими событиями. Мы все очень неплохо потрудились, достигли определенных результатов, но вместе с этим этот год нам подарил еще более новые горизонты в нашем развитии. Был подписан перечень поручений президентом Российской Федерации о мастер-плане Нерюнгринской городской администрации. Это говорит только об одном, что нам предстоит еще больше работы для того, чтобы наш Нерюнгринский район продолжал также динамично, современно и красиво развиваться. Для того, чтобы жители, которые живут у нас в районе, в итоге смогли насладиться всем тем благополучием, которое мы обязательно им подарим. В этом году в Нерюнгре открылся молодежный центр и был введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс. Работа эта будет продолжаться. На следующий год мы ожидаем уже строй крупнейших наших аэропортов в Мирном, в Удачном, в Алекминске должны быть завершены все работы. И, конечно же, мы надеемся, что эта программа будет и дальше продолжаться. Достаточно большое количество аэропортов у нас, которые сегодня требуют или реконструкции, или даже нового строительства. Это связано с активным экономическим, социальным развитием нашей республики. И мы уверены, что президент нашей страны Владимир Владимирович Путин будет и дальше поддерживать нашу республику и модернизацию ее транспортной инфраструктуры. В новом 2024 году будет продолжены работы по реконструкции городского парка, ремонту дорог, благоустройству территорий. Уже готовятся программы и проекты по проведению мероприятий, приуроченных к объявленному президентом Году семьи в России и объявленному главой республики Году детства в Якутии. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Новые пассажирские автобусы прибыли в Ленский район. Автобусный парк предприятия «Гранит» пополняется регулярно. 4 ПАЗа «Вектор» были приобретены по просьбам населения. Средства на закупку транспорта были выделены из районного бюджета. Пассажирские автобусы будут работать на линии городского транспорта. Один, который прибыл несколькими неделями ранее, уже осуществляет перевозку. Остальные приехали в Ленск только накануне, они выйдут на линию после новогодних праздников. Вместимость автобусов 68 человек, новый транспортный комфортный, теплый, с двойными стеклопакетами, предусмотрен для перевозки инвалидов. Внутри установлены камеры, также в транспорте будут работать терминалы. Уберем детские автобусы, заменим вот этими, но вновь прибывшими, большей вместимостью, подразгрузить, значит, жителей города. А детские автобусы пустим для детей. С поступлением данных автобусов мы разгрузим, мы уберем детские автобусы с основных маршрутов, пустим их только под детей.
планах отработать с городской администрацией по установке дополнительных остановок для пассажиров по таким маршрутам, как улица Заозерная, улица Якутская. Данный температурный режим времени в резерве у нас ничего находиться не будет. Будем максимально выводить все на линию, дабы не замерз народ. Во Дворце спорта 50 лет Победы состоялась встреча Министерства по физической культуре и спорту подведомственных учреждений с болельщиками по вольной борьбе. На встрече обсудили результаты прошедших соревнований, а также вопросы дальнейшего развития данного вида спорта в республике. Подробности в следующем материале. Данная встреча стала возможной благодаря инициативе якутских любителей борьбы. Они вышли на Министерство спорта с предложением о проведении мероприятия, на котором могли бы озвучить свои предложения, а также обсудить ход работы по развитию спортивной борьбы. Мы вышли на имя министра спорта Леонида Николаевича Спиридонова, чтобы он поддержал и организовал вот такую встречу с болельщиками. Именно вот из его поддержки, с его подачи сегодня вот как раз мы собираемся здесь, в этом дворце. И будет у нас сегодня открытый разговор именно по развитию вольной борьбы в нашей республике. Мы вот этого и желаем. Больших споров не должно быть, а должны быть позитивные. Только позитивные предложения для развития нашей вольной борьбы в республике Саха-Якутия. Текущий год якутские борцы завершают с достойными результатами. Так, Лев Павлов стал победителем первенства России, а в состав сборной России по вольной борьбе вошло 3 мужчин и 5 женщин. На следующий год спортивное руководство региона ожидает включения якутян в национальную команду по греко-римской борьбе. Да, конечно, болельщики желают нам успешной работы. И есть ряд вопросов, которые хотят задать именно по развитию нашей спортивной борьбы. Также мы сегодня отчитаемся о деятельности наших учреждений, а также будут огласованы медальные зачеты, сколько медалей завоевали наши спортсмены. И как в общем будет разговор о развитии спортивной борьбы в нашей республике. Собравшиеся выразили надежду, что встречи будут регулярными, и пожелали борцам дальнейших побед. Вероника Таюрская, Павел Пахомов, Якутск. Состоялось торжественное открытие памятника заслуженного учителя ЯССР Фатии Авдеевой, чье имя носит Дворец детского творчества в Якутске. В мероприятии приняли участие глава столицы Евгений Григорьев, педагоги-организаторы, ученики и дочь Фатии Авдеевой. Автором проекта стал скульптор Николай Чечесов. На строительство памятника приняли активное и деятельное участие работники, обучающиеся, их родители, выпускники и ветераны Дворца детского творчества, а также общественность Якутска. Увековечивание памяти легендарного руководителя в самом центре столицы знаменует достоинство классической педагогики и гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения. За счет финансирования проекта поддержки местных инициатив как раз и был реализован данный проект. Ну и, конечно, огромная благодарность всему коллективу Дворца детского творчества. И очень отрадно, что открытие этой скульптурной композиции, оно произошло в завершении года педагога и наставника и в преддверии года семьи в Российской Федерации и года детства в нашей республике. В Алданском политехникуме последняя неделя декабря наполнена праздничными событиями. Сюрприз студенты и преподаватели приготовили для детей и участников спецоперации ребят из малообеспеченных и многодетных семей. Вместе с маленькими гостями праздника в волшебство погрузились и наши коллеги. Пару дней назад в Алданском политехникуме состоялась студенческая вечеринка, а сегодня пришла очередь веселиться младшим братикам и сестричкам обучающихся. Ребята и преподаватели приготовили для дошколят и школьников чудесный предновогодний сюрприз. Сегодня утренник у нас, и в основном это игровая программа для детей, родители, отцы в основном, братья, которые находятся в зоне действия СВО. Также детки из многодетных семей и малообеспеченных. Все приглашены, и, как мы уже видим, довольно много ребят, которые откликнулись.
Юных гостей утренника ожидало увлекательное путешествие с дракошей на паровозике. Маршрут проходил через несколько станций. Мальчишки и девчонки пробовали силы в меткости, мерились друг с другом ловкостью, мастерили украшения для елки и отгадывали загадки. В путешествие отправились ребята разного возраста. Однако забавы по душе нашли и малыши, и школьники. Конечно, у нас гости разновозрастные, поэтому у нас рассчитана программа на разный возраст. В выполнении задач детям активно помогали их старшие братья и сестры. Студенты активно включались в соревнования и игры. Организационные хлопоты по проведению праздника с преподавателями и наставниками разделили активисты студенческого совета. Организовали студенты нашего Алданского политехнического техникума, где приняли участие все студенты из 31 группы. И сегодня у нас будет большая елка добра. На конечной станции гостей праздника ожидал Дед Мороз. Детишки помогли ему зажечь елочку, после чего настало время веселья. Юные непоседы порадовали дедушку множеством стихотворений и песен. А добрый волшебник, конечно же, приготовил для всех подарки. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Красочные декорации, великолепные костюмы и чарующая музыка. В стенах Дворца детского творчества показали новогодний спектакль «Снежная королева». Над постановкой начали работать еще весной этого года. Некоторые сцены и 3 песни были написаны детьми, которые играют в спектакле. Подробности в следующем материале. По знакомому всем сюжету постановки Герда отправляется в непростое путешествие на поиски Кая в царство Снежной королевы. На своем пути она встречает разных героев, находит союзников и преодолевает преграды. Исполнители главных ролей поделились с нашей съемочной группой своими впечатлениями. Снежная королева, она такая холодная, но при этом Кай смог растопить ее сердце чуть-чуть. И, в общем, она к концу вырастает более такой сочувственной, сопереживающей. И я надеюсь, это было видно. Добрый мальчик, но потом, когда в него попал осколок, он стал какой-то плохой. Мне не понравился он, когда осколок попал. Мы готовились долго, мы думали, что мы ничего не успеем, но мы уже последний спектакль в этом году играем. Было моментами сложно, текст сам запоминался. А Герда, она добрая, милая девочка, она очень любила Кая, поэтому пошла за ним. И она спасла его, растопила его кусок льда в сердце. Режиссер постановки Илья Шумкин показал традиционную классическую сказку в современной постановке. Это история о самоотверженности и дружбе, смелости и упорстве, преодолевающих любые преграды. В спектакле задействовано порядка 50 детей. Найти подход к тому, чтобы детям стало интересно, с детьми, вот это, наверное, самое сложное в работе с детками. А дети все талантливые, и они меня очень удивили. Потому что сцена, например, с вороном, именно сцена с вороном написана самим вороном. То есть он сам взял, написал, то есть он для меня открылся как автор с большим юмором и очень интересным. Спектакль «Снежная королева» по одной из самых знаменитых, трогательных сказок Ганса Христиана Андерсена станет самым запоминающимся новогодним подарком не только для юных зрителей, но и для их родителей. Увидеть сказочный спектакль также можно 6 января во Дворце детского творчества. Однако это не единственный спектакль, который собираются показать. «Рождество Верискина» или «Тайна королевы бессонницы» покажут 4 и 5 января. Мария Ким, Даяна Федорова, Илья Сыромятников, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. С наступающим Новым годом и до новых встреч.